В конференц-зале Абхазского института гуманитарных исследований имени Дмитрия Иосифовича Гулия продолжает работу 69-я итоговая научная сессия. В этом году она посвящена столетию со дня рождения выдающегося этнографа и историка Царбея Бжания. Царбей Николаевич Бжания – этнограф, историк, кандидат наук. Его научная деятельность была посвящена вопросам традиционного хозяйства, культуры и быту абхазского народа. Несмотря на то, что жизнь ученого трагически оборвалась 39 лет, он оставил значительное наследие, которое по сей день служит основой для исследований новых поколений. В этом году исполняется 100 лет нашему ученому Царбея Николаевича Бжания. Его труды, его подходы не только как этнограф и как фольклорист, языковед, как историк, для абхазской науки очень ценные. Будут еще ссылаться те, которые будут писать диссертации кандидатские и докторские. Это как бы стало традицией, мы посвящаем знаменитым ученым, но плюс еще за прошлый год то, что было сделано нашими учеными в разных направлениях. Второй день сессии был посвящен археологии, одному из приоритетных направлений работы института. Исследования в этой области активно продолжаются и вызывают интерес не только у отечественных специалистов, но и у зарубежных партнеров. По словам Арды Ашуба, минувший год стал особенно плодотворным для всего коллектива. 24 год это был плодотворным. 6 человек защитились, 3 человека стали докторами наук и 3 кандидатами. Это для нашей истории очень важно. Слава Богу, у нас в институте есть возможности выходить на защиту кандидатской и докторской по всем направлениям. И наши диссертации ни в чем не уступают защиты кандидатских и докторских, то, что в России. О своей работе рассказал и младший научный сотрудник отдела археологии Рамзет Мамацев. Его доклад касался полевых исследований в селе Яштуха на территории древней мастерской площадью около 70 гектаров. Там были проведены разведывательные работы, в ходе которых был найден материал, около 16 находок. Это разношерстный материал, начиная от раннего, заканчивая поздним палеолитом. И этот материал был перегруппирован. Там были и большие находки, и вне шурфа, и также внутри шурфа. И в конце были произведены фотографии, это было все зафиксировано, также находки и все место. По словам организаторов, такие мероприятия становятся важной площадкой для профессионального роста молодых исследователей. Именно это посвящена итоговая сессия, чтобы молодые имели возможность выступить, привыкли. Когда задают опытные ученые, они, может быть, немного боятся, но это означает то, что им надо еще глубже знать свои темы. Важно мнение старших. Они подскажут, направят и объяснят некоторые моменты. В принципе, доволен в целом, есть куда расти. И будут и следующие выступления, следующие итоговые сессии. И я думаю, будет намного еще лучше. 69-я научная сессия продлится до 25 апреля. Впереди новые доклады, обсуждения и идеи, которые лягут в основу будущих исследований и публикаций. Заур Кварча, Торник Амичба, Абаза ТВ.